Сейчас, секундочку, вам дадут микрофон, и вы зададите вопрос так, чтобы всем было слышно. Вот на стыке вопроса защиты исторической правды и разоблачения бредней антисоветских и геноцида. Вот известно ли вам про такое место в Минске, которое на излете катастройки, по заказу из Москвы, конечно, Беларусь называли Вандеей перестройки, да? Значит, было раскопано место гибели, уничтожения людей во время оккупации немецкой. Придумали название Куропаты, и вопреки абсолютно всем артефактам, которые там были, придумали, значит, что это расстрел НКВД. В частности, поминали концлагерь на улице Широкой, первой лекции. Это было одно из мест, где расстреливали, собственно, наши независимые исследователи, гражданские активисты. Известный писатель Плавинский написал книгу про это. Однозначно выяснено, собственно, приезд Гиммлера в Минск 15 августа происходил именно там. Мы это подняли, сопоставили свидетельства, документы процессов над преступниками в Германии, в Советском Союзе. Вот. Известно ли вам про это место и намерены ли вы помочь, так сказать, нам, значит, белорусским братьям в утверждении окончательной исторической правды вопреки коллегиальному попустительству ученых и чиновников, которое длится уже 4-е десятилетие вокруг этого места? Нет, ну это совершенно очевидно. Давайте я здесь просто общее размышление на сей счет. Вот вы знаете, что буквально там неделю, может быть, чуть больше назад ФСБ опубликовала информацию Смоленского архива КГБ по поводу расстрела в Катыни. У нас не совсем верно делают... Фейки-близнецы. Да. Слушайте, но мы сами, своими руками, в данном случае я имею в виду не нас с вами, а наше высшее руководство, создавали вот эту ложь, абсолютнейшую ложь, каялась за это в надежде на то, что нас пустят в предбанник. Вот, создавала фальшивые мемориалы. Президент не поддержал куропатский фейк. Что? Наш президент куропатский фейк лично не поддержал. А я не про вашего президента, я говорю про высшее советское, а потом российское руководство. Да. Вы же поймите, что правила игры определяли они. Вот. И они прежде всего бегали на цирлах перед западными лидерами, и не только западными, в том числе и перед поляками. А сейчас, о ужас, оказывается, это сделали немцы. Да советские люди, которые жили в годы войны и в послевоенный период, они без всех этих открытий знали, кто это и зачем это сделал, понимаете? Я вот опять-таки, мы во многом сами породили это чудовище, с которым сейчас боремся, в том числе и через указы президента и создание всевозможных структур. Это замечательно, конечно. Но вот нам надо извлекать уроки, в том числе и из этой ситуации, когда мы на протяжении 3 десятилетий свою собственную историю сами же обгаживали. Вот я задам вам простой вопрос. Первый съезд народных депутатов. Отменено до сих пор постановление этого съезда о преступности советско-германского договора о ненападении. Что вы хотите? Высший законодательный орган страны принимает вот это преступное постановление, оно до сих пор не отменено. А потом мы говорим о том, что ну как же так? А ведь я напомню, что 15 лет назад, к 60-летней годовщине подписания Советско-германского пакта о ненападении, Европарламент устанавливает 23 августа, то есть дату подписания этого договора, днем поминовения жертв гитлеризма и сталинизма. И уже на официальном уровне во всех странах Евросоюза, ну и далее по списку, идут открытые, не на уровне экспертов, не на уровне ученых, а открытые на уровне государственной власти утверждения, что 2 тоталитарных преступных режима, гитлеровский и сталинский, развязали Вторую мировую войну. И никто не задался вопросом, даже у нас, на уровне МИДа, господа хорошие, если мы развязали войну вместе с Гитлером, почему 2 и 3 сентября Великобритания и Франция, связанные союзническими соглашениями с Польшей, во исполнение этих соглашений объявляет войну нацистской Германии, но не делает то же самое в отношении Советского Союза? Вот ответьте мне на этот простой детский вопрос. Если вы на него вразумительно ответите, тогда мы будем дальше с вами разговаривать.
А у нас вышло огромное количество литературы, которая доказывает либо одно, либо другое. Идут эти, значит, бесконечные споры, конференции, форумы и т.д. и т.п. Зачем это все делать? Зачем играть по их правилам? Задайте просто на, значит, государственном уровне вопрос Министерством иностранных дел или там администрациям руководителей этих государств. Почему 2 и 3 сентября военные союзники Польши объявляют войну Германии, по официальной историографии начинается Вторая мировая война, но почему Лондон и Париж не делают то же самое по отношению к Советскому Союзу? Все. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Друзья мои, вот у нас есть поднятая рука.